В эфире актуальное интервью. До 30 апреля в нескольких городах и районах Якутии, в том числе в столице региона, введен режим самоизоляции. Как население соблюдает ограничения, какую ответственность несут нарушители и о текущей работе, мы поговорим с председателем административной комиссии Феликсом Антоновым. Феликс Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте еще раз напомним нашим телезрителям о правилах самоизоляции и каким документом они утверждены. Указом главы Республики Саха-Якутия от 17 марта 2020 года номер 1055 у нас в республике введен режим повышенной готовности. И этим указом, в рамках этого указа гражданам до 30 апреля, граждан, проживающим в городе Якутске, в Жатае, Нюрнгинском и Мирнинском районах, рекомендовано до 30 апреля находиться дома, выходить из дома только в 3 случаях, то есть за продуктами питания, для выгула собак, животных и для выноса мусора. Как соблюдают режим самоизоляции наши граждане? На прошлой неделе, я могу сказать за город Якутск, на прошлой неделе, в принципе, наблюдалось, что граждане соблюдали режим самоизоляции, но в начале этой недели мы отмечаем, что нарушений становится больше. Скажите, можно ли гулять в безлюдных местах, в лесу, в пригородной зоне? Этим указом рекомендовано выходить из дома только в 3 случаях. То есть, как я уже говорил, продуктовый магазин, ближайший магазин за продуктами питания, в целях выгула собак, домашних животных и для выноса мусора. Феликс Александрович, расскажите, что сейчас грозит нарушителям правил самоизоляции, как отрабатываете нарушения? Вот у нас недавно в КоАП Российской Федерации введены новые статьи, связанные с этим режимом. Они недавно введены, и у нас пока они в практику не вошли, не практикуются. Но в других регионах отмечаем, что единичные случаи применения этих статей уже есть. И скоро у нас уже скоро начнут применять эти статьи. Штрафы там по статье, смотря от статьи, например, по статье 20.6.1, да, предусмотрено, начинается от предупреждения и начинаются штрафы для граждан от 1000 рублей до 30 тысяч рублей. Для юрлиц и ИП, должностных лиц намного больше. А по статье 6.3 предупреждения уже нет, сразу начинаются штрафы от 15 до 40 тысяч рублей. А расскажите тогда все-таки, как ведется контроль за соблюдением режима самоизоляции со стороны вашего ведомства? По протокольному поручению оперативного штаба города Якутска мы проводим рейдовые мероприятия по контролю соблюдения указа главы Республики Саха-Якутия. В рамках этих мероприятий мы проверяем торговые объекты. Но в отношении граждан проверок как таковых с нашей стороны не вводится. Тогда поговорим о предпринимателях. Большинство торговых точек, предприятий, оказывающих услуги, в эти дни не работают. Предприниматели нарушают этот запрет? Как я уже говорил, на той неделе нарушений было намного меньше, практически не было. Но в начале этой недели, например, мы на той неделе проверили 102 торговых объекта и выявили только 15 нарушений. А вот только за понедельник этой недели мы проверили 37 объектов и уже выявили 10 нарушений. То есть нарушений становится больше. Какую ответственность тогда несут предприниматели в таком случае? И, как я уже говорил, эти статьи пока у нас не применяются. Но в отношении подобных нарушителей, я полагаю, будут составлены протоколы по этим статьям, но пока мы надеемся на добросовестность наших предпринимателей.
И мы пока только выписываем предписание, чтобы они соблюдали требования указа главы республики. И они в основном они соблюдают. И после нашего визита они прекращают свидетельство и закрываются. Как обстоят дела с нарушением правопорядка в городе и как соблюдается закон о тишине в эти дни? Есть ли жалобы? Я бы сказал, что в связи с ограничениями, запретом продажи алкоголя и в связи с прекращением деятельности ночных клубов у нас преступлений и вообще правонарушений в городе Якутск стало намного меньше. Всем известно, что вообще это статистика, что от количества проданного спиртного зависит количество совершенных преступлений. А по поводу нарушения тишины и покоя граждан, да, сейчас начали поступать жалобы от граждан, от тех, которые находятся на удаленке, работают на удаленке, и они жалуются о том, что соседи, которые находятся дома, устраивают ремонтные работы, тем самым им мешают в дневное время работать на дому. Я бы хотел сказать, что в это время, во время нерабочих дней, по закону Республики Саха-Якутия нельзя шуметь с 10 вечера до 10 утра в ночное время и в дневное время с часа до 3. Если соседи нарушают в это время, то нужно сообщить в 02. Феликс Александрович, к нам не раз поступали в нашу редакцию сообщения от граждан, что улицы города грязные, в принципе, далеко ходить не нужно. За окнами нашей студии проезжают машины, и видно, что все они в грязи. Кто отвечает за уборку улиц? За уборку улиц отвечают муниципальные органы, дорожные органы, которые убираются в соответствии со своими нормативами. А внутридомовые территории дороги должна убирать управляющая компания. А как отрабатывается сейчас этот вопрос? Ведь весна все же это время, когда работа должна вестись усиленно. На этот вопрос я ответить не могу, как оно регулируется. Я могу только фиксировать нарушения и составлять протоколы. Феликс Александрович, и ваши пожелания горожанам? Нам нужно всем понять о том, что эти ограничения и запреты вводятся для нашей же безопасности, для безопасности горожан. И от нас, от всех вместе взятых в данное время зависит, насколько сильно распространится вирус в городе, насколько будут сильно загружены наши врачи, сколько людей пострадают, сколько людей заболеют и сколько людей умрут. Поэтому я призываю всех соблюдать режим и ограничения, которые вводятся республиканскими властями. Феликс Александрович, спасибо большое, что уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. О работе административной комиссии Якутска мы говорили с ее председателем Феликсом Антоновым. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.